некрасиво и грязно это делалось. Когда прокуроры пришли в нашу школу, не только в нашу, я говорю, я это видел своими глазами, и допрашивали наших пятиклассников, вот таких вот, допрашивали в отсутствие родителей. Это противоречит международному законодательству, это противоречит правам ребенка. Это вот та страшная вещь, которая происходила. Собрались директоров школ, вот я говорю про наш район Вахитовского и Приволжского, в присутствии тогдашнего начальника ГРАНО, нынешнего первого замминистра Режиссера Карача Хадиуллина, в присутствии двух прокуроров, была дана дорожная карта, как мы обязаны, повторю слово, обязаны в течение 2 месяцев уволить 3/4 учителей татарского. У нас власть прилежащая наши перестарались сделать то, что хочет Москва. Это какой пример был школам, как уважают учителя. То есть для меня тогда, я много понял потом, в тот момент для меня важен был не татарский и русский, а неуважение к учителю. Что как вот дети будут на это смотреть. Настоящий был погром, потом увольнением 1000 учителей, изгнанием, с предложением устроиться дворниками-уборщицами. Это национальное такое унижение. И вот одна инициативная группа, небольшая, составила проект обращения в Конституционный суд со всеми документами, подобрали адвокатов, которые готовы бесплатно дело протолкнуть, и предложили нашим директорам школ подписать бесплатно, чтобы лишь только от их имени-то пошло. Из более чем 1500 директоров школ ни один директор не согласился со стороны. Все эти законы, которые были приняты, ограничивающие наши национальные школьные права, все они приняты на ура при единогласной поддержке наших же избранников, наших же депутатов. Вы знаете уже трансляцию, видели, какая была реакция нашего Государственного Совета на ультимативное выступление прокурора перед парламентом Татарстана. Он прозвучал как приговор военного трибунала татарскому языку, как военным преступникам. Вот его заключительное слово. О языке татарском. Добровольно, на основе письменного согласия родителей и в пределах 2 часов в неделю должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы стороны не происходили. Вот язык прокурора. Языком школьной национальной политики с конца 17-го, начала 18-го года стал прокурорский язык.